помогает решить многие какие-то возможные шероховатости, которые возникают в любой ситуации, в том числе и в нашем бизнесе. Да? То есть хорошее знание, что там есть вот этот человек, есть вот этот человек, есть вот этот, и они между собой находятся примерно вот в таких отношениях. И этот вопрос сначала лучше, прежде чем позвонить туда, сначала позвонить туда и спросить. Да, например, звонишь президенту компании и говоришь: слушай, вот по такому вопросу, если ты не против, я побеспокою твоего финансиста. И он говорит: да, конечно, позвони напрямую, так будет проще. Но я у него спросил. А в других компаниях я знаю, что можно не спрашивать, а звонить напрямую. И наоборот, я позвоню финансисту и скажу: слушай, Айгарс, тут вот такой вопрос возник, как ты думаешь, как лучше к твоему шефу подойти с этой темой? Вот. Иногда он скажет: ну это давай к президенту. Я скажу: ну, Айгарс, к президенту-то я пойду, но я хотел узнать твое мнение. Ты же финансовый бог, да? Меня вот интересует, как в этом портале это будет уместно. Я говорю: ты знаешь, да, вполне нормально, давай. Я говорю: окей, спасибо, тогда я пойду к шефу. Да, то есть таким образом я вроде бы прогнулся, да, но зато я знаю, что финансист имеет веское слово, да, и если я даже буду убеждать шефа, что что-то нужно, то это может столкнуться с каким-то, ну, препятствием финансовой службы. Может? Что тот же Айгер скажет: слушай, у нас нет денег, да? Да, и в таком случае, спрашивая сначала у Айгерса перед тем, как идти к его шефу, да, я как бы оказываю ему респект. А финансисты ведь всегда на что обижаются? Что с ними не советуются, их ставят перед фактом, правильно? Поэтому действуя таким образом, да, я как бы облегчаю дорогу. И когда шеф придет к Айгерсу и скажет: слушай, Айгерс, вот тут Амадеус предлагает такое-то, как мы сможем? Айгерс говорит: да, нормально, давай. Оп, вот и решение, да? Но почему я это? Потому что я знаю, что есть этот и есть этот. И решение там принимается вот так. А есть компания, где наоборот, шеф как скажет, так и будет, да? Но даже это так, все равно иногда лучше держать связь с отделом продаж, с отделом закупок, с каким-то отделом маркетинга, да? Потому что тогда они не будут ставить палки в колеса шефу. Чем лучше мы понимаем суть структуры, тем легче работать. В рознице, конечно, эти изыски нам ни к чему, просто, но там на порядок возрастает что? Личностный фактор. Может быть, там надо уже знать, какие журналы читает человек, на что он ориентируется, какие модели, там, где он еще обслуживается. Почему так важно знать, где он еще обслуживается? Потому что если я вижу, что большое количество клиентов часовых магазинов покупает одежду в каких-то определенных магазинах, то что мы можем сделать? Мы можем сделать так называемую кросс-акцию, да? То есть мы можем, например, выпустить какую-то сдвоенную карточку. Мы можем там сделать, что, условно говоря, купивший там пальто за $300 получает право на там 20% или на 10 или 5 или 70% скидку на приобретение, там, не знаю, бижутерии или кольца, или часов, или что-то еще. То есть, если я вижу, что большое количество наших покупателей бывает еще и там, значит, мы делаем кросс-акцию с ними. Да? Возможно, мы заключаем какое-то постоянное сотрудничество, как сейчас для своих клиентов там мы взяли, несмотря на то, что в мире Seiko сотрудничает с компанией Honda больше, в Латвии мы произвели такую интересную ситуацию, мы Seiko завязали на Lexus. И штаб-квартира в Германии просто, извините за термин, офигела. Потому что это машина на порядок выше, да, и то, что мы Seiko умудрились продвинуть туда, там, приехала целая делегация, и 2 дня нас пытали, как вы это сделали. Да, потому что, мы были в этом заинтересованы. А мы ставили Honda целью номер 2. Да, мы думали, так, с Lexus не договоримся, конечно, пойдем в Honda, и тогда уже будем делать предъяву, что с вами всюду работают, давайте с нами. Цель – позиционировать часы Seiko, да, чтобы они появлялись вместе с рекламой Lexus, чтобы там на каком-то презентации моделей там были какие-то подарки, было что-то. И когда мы договорились о том, что мы делаем совместную презентацию с Lexus, мы написали в штаб-квартиру Seiko с просьбой выделить нам призовые часы. Угадайте, с 3 раз выделили они или нет. Выделили с большим даже удовольствием. Да? То есть это уже было не за счет компании. Я к тому, кросс. Да? Очень важно думать. Мы можем вас обслуживать только у себя. Где мы еще можем? Потому что я думаю? Что если мои клиенты покупают еще и в магазинах таких-то. Окей, но ведь, наверное, в том магазине есть и те, кто еще у меня не покупает, правда? Бедолаги по недоразумению. Как же так? Разве я их могу оставить без своего внимания? Значит, наверное, и остальные покупатели этого магазина, которые еще не ходят ко мне, могут ко мне прийти.
Значит, я могу там разместить какую-то рекламу, какой-то стенд, опять делать какую-то совместную акцию, возможно, устроить там дефиле какое-то. Мало ли чего я могу сделать, если я понимаю, где еще шлындруются мои покупатели, да? Как они там по рынку бродят, ходят, колобродят, где они отовариваются. Интересный момент. А, конечно, я могу этого и не делать, исключительно ограничиться форматом моего магазина и обслуживать их только здесь. Уходишь счастливо, приходишь привет, как пел Висбор, да? В песне о Сереге Санине. Вот. То есть, опять, к чему я? Чем лучше мы знаем еще какие-то потребности наших клиентов, кросс, где они покупают воду, да, кто их обслуживает по IT, потому что как только я накапливаю эту информацию, у меня что появляется? Статистика. И, допустим, я начинаю замечать закономерности. Допустим, 80% клиентов, покупающих больше всего, питают пристрастие к маслу, там, не знаю, такому-то. Понимаете, я еще не знаю, что я с этим буду делать. Но если у меня этой информации нет, я точно с этим ничего не смогу делать. Ну, такая идея. Поэтому, конечно, может, продукты с одеждой мешать не стоит, а вот спиртные напитки с одеждой легко. А почему бы и нет? Да? Почему бы в магазине не провести презентацию каких-то спиртных напитков? Почему бы наоборот? Понимаете, тут... То есть, когда есть информация, есть повод для размышлений. И тогда руководитель компании может раз в полгодика вдумчиво свою базу данных прочесать по различным срезам. Для чего? Вот так сечение, ни черта не выявилось. Вот так сечение, ни черта не выявилось. Вот так сечение. Опаньки, какая интересная закономерность образовалась. А вот теперь мы можем что? Думать, что с ним делать. Ну, я привел такие краткие примеры, да? И, скажем, это работает и в B2B, если мы понимаем, что значительная часть наших клиентов где-то там еще что-то делает, да, то мы опять понимаем, что какие-то еще, кто там что-то делает, еще не наши, и мы можем подумать, какую информацию о нас продвинуть туда. Может быть, это конференция будет какая-то, может быть, это включение в какой-то каталог. Мне трудно здесь дать решение, да я и, собственно, не собираюсь это делать, да, просто нет такой возможности, они недорого будут стоить. Но я знаю только одно, что как только в какой-то компании удается создать информацию, да, и в ней накапливается какой-то массив, то есть мы о наших клиентах узнаем что-то еще, с этим всегда можно работать. Я еще не видел ситуации, где там бы не открылись дополнительные возможности. И понятно, что эти возможности не дают мгновенного эффекта, там оборот не увеличивается в 350,5 раз, но мы ведь с вами этого и не ждем. Ну, то есть мы потихонечку захватываем наших клиентов, мы их привязываем к себе, они нас видят и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. То есть мы окружаем их жизнь своим теплом и заботой. Но все, что для этого нужно, для этого нужна информация. А вот если нет информации, да, то ничего. Я что рекомендую? В качестве практического действия после семинара. Посмотрите на свою базу данных клиентов. В каком она состоянии? Помогает ли она вам индивидуализировать предложение? То есть посмотрите на нее свежими глазками. Что вы можете с ней сделать? И если ничего, то есть если вам ничего не дает, кроме набора статистических фактов, думайте, где еще, как еще вы можете обслужить ваших клиентов. То есть что вам еще о них бы хотелось знать, извините за наглость, чтобы больше им продать, чтобы улучшить их жизнь. Вот ведь в чем сила хорошего сервиса. Хороший сервис улучшает жизнь и не создает проблем. Плохой сервис решает одну задачу и параллельно создает 4 других. Мы вызываем на дом мастера. Да? Это хороший сервис. Компания говорит, постарайтесь до обеда быть дома. Ни разу не сталкивались с таким подходом? В этом месте возникает вопрос. Ёпсель-мопсель, чтобы хуже не сказать. Не понял.